насчет депутатов. Мне кажется, Арсений Сергеевич в своем послании четко сказал, парламент должен быть профессиональным, а не смешанным. Вот Василий Васильевич вопрос, мне кажется, четко задан. У нас смешанный парламент. Это не профессиональный парламент. И далеко не профессиональный. Потом, мне кажется, он 35 делал верхнюю границу, наверное. Верхнюю границу. До 35 депутатов, возможно, профессиональный парламент. Я призываю отказаться от устоявшихся нарезки округов по областным принципам, районным. Извините, конечно, мы местные кадры, областные патриоты. Мы хотим свой представителя, как бы законодательный орган. А депутат – это законодатель, в первую очередь. Он законы принимает, а не лоббист. Поэтому в первом созыве ввели термин «народный депутат», «народный», «представительный». Вот. Без императивных этих созывов. Нет, поэтому до сих пор нет созыва, отзыва депутата, понимаете? Вот. Еще. Как-то вот представление получается. Вот депутат только представляет интересы района. Это неверно. Интересы района представляет, там глава же есть. Исполнительная власть же есть. Правительство есть, между прочим. Тоже интересы района представляет. И на то пошло Илдархан же есть. Тоже смотрит интересы районов, а не депутат. Депутат – это законодатель на постоянной основе, на профессиональной основе. Почему это я говорю? Я, наверное, здесь сидящий работает только один на профессиональной основе. Это очень большой труд. Кто-то будет работать с утра до вечера в темной комнате целых 4-5 лет. Понимаете, это тяжелая работа. И представляете, там 35 депутатов будут сидеть, что они будут делать? Каждый день там будет базар. Это очень тяжелая работа. Вот. А кто-то там будет гулять там и будет голосовальщиком. Принимать участие на пленарном заседании. 1,5 дня будет заседать. А там в округах они будут заниматься лоббизмом. Они герой депутата, а кто будет работать на постоянной основе, он не герой. Потому что у них другого времени нет, кроме законодательства. А свободный депутат – это уже лоббист. Он хороший депутат. И при том это руководитель организации. Так не должно быть, если честно, справедливо. Хотите профессиональный парламент? Вот насчет нарезки я вот такой предлагаю. Потом, конечно, это потом будет уточнить. Да? Вот в первом созыве 21 депутатов на постоянной основе работали. 21. И такая нарезка была. Вы от нарезки не пугайтесь. СИК есть, пусть сделает эту нарезку. Нормально. А работали же по этой нарезке 21 депутата. А вот, 25%, вот 25 депутатов на постоянной основе, допустим, в тот раз мы остановились. Правильно? Вот. Из них, допустим, 25% это 6 депутатов, да? И тогда остальные по одномандатным округам. Вот. 21 депутата по одномандатным округам, а 6 депутатов на пропорциональной основе. Потом, тут, значит, КПРФ говорил, а почему не 50? Значит, те, которые идут по одномандатным округам, тоже члены партии, правильно? А может 100% единицы. Представляете, здесь такая опасность тоже есть. Поэтому сказать по пропорциональной системе кого-то обижаете по партийной системе, мне кажется, нельзя. Нормально? Нормально. Потом сильные депутаты обычно идут в какой системе? По одномандатной системе. Если там не прошел, идет в партийной системе. Я не говорю фамилии, прямо указывать не буду. Постоянно сидят на все созывы депутатами. Вот. А те, которые, допустим, лоббируют, да, хорошие депутаты, они могут быть 4 раза подряд стать депутатами, 5 раз стать депутатами. А в других странах, товарищи, за лоббирование – это уголовная ответственность. А у нас сплошь и рядом. С какого-то района отнимает столичество школы, десятый, от свой район тащит. Разве это справедливо? Это несправедливо. Там же план работы есть. Вот поэтому предлагаю все-таки перейти полностью, без всяких сомнений, никакой смешанной системе, а чисто профессиональной системе парламента. Это справедливо было бы.
Это раз. И второй вопрос, вот, насчет Конституционного суда республики. Я сам был тоже судьей Конституционного суда, судья первой категории, эту работу тоже знаю изнутри. Понимаете? Там работы толком-то нет. Что за судья? Вот тогда мы еще работали. Сейчас год одно-два дела рассматривать. А зарплата президента, председателя. А рядовых судей зарплата зампредседателя правительства. Сейчас 2 года осталось. 2 года, да? Что они будут сидеть без дела и получать зарплату председателя, значит, президента главы республики и зампредседателя правительства, что ли? Это несправедливо, товарищи. Надо быстрее переходить на Конституционный совет, да, совет. И, значит, пусть председатель будет там на постоянной основе, там несколько девочек там, вот, и остальные ученые на общественное начало. И все нормально было бы. Быстрее переформатироваться, да, и пусть начинают работать, а не сидеть 2 года ждать, когда 23-й год будет. Это нечестно, товарищи. Нечестно. И так у них-то пенсия будет 200 тысяч в месяц. Вам и не снилось, товарищи. Вы хотите, чтобы они дотягивали до пенсии, что ли? Я знаю этот номер. Какую хитрость. Так что давайте, сейчас надо внести изменения. Пока не поздно. Потом еще опаздывать будете, наверное. По этим 2 вопросам я хотел выступить. Остальные вопросы уйма. Потому что у нас сегодняшняя тема такая же, узкая, правильно? Это, значит, как его? Сегодняшняя тема-то. Это депутаты на постоянной основе. Основная тема. Ну и я предложение вношу. Как-то вот в рекомендациях все-таки, в выводах вот, внести мое предложение насчет Конституционного совета, насчет Конституционного суда республики. Спасибо.